Замануха, которая может вылезти многим таджикам боком. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, на что не стоит вестись сразу. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. За первый квартал 2022 года более 33 тысяч таджикистанцев стали россиянами. Об этом свидетельствует статистика МВД России за январь-март 2022 года. Согласно статистике, за первый квартал российское гражданство получили 33 084 граждана Таджикистана. Это больше на 64,5% по сравнению с первым кварталом 2021 года. Тогда гражданство России получили 20 098 таджикистанцев. Если посчитать число новых таджикских россиян, то получается, что ежедневно в среднем более 366 граждан Таджикистана становились россиянами в начале этого года. По данным МВД в России, в настоящее время у 101 704 таджикистанцев имеется вид на жительство в Российской Федерации, и, возможно, в скором времени они станут полноценными гражданами России. По российским законам иностранные граждане после получения вида на жительство имеют право подавать документы для получения гражданства России. Еще 47 941 гражданин Таджикистана имеет разрешение на временное проживание в России, что является первым шагом для получения гражданства. В общем, за первый квартал 2022 года гражданство Российской Федерации получили 141 663 иностранца. Этот показатель на 19 326 меньше, чем за аналогичный период 2021 года. В пятерке стран, жители которых получили российское гражданство, Таджикистан расположился на втором месте. На первом месте граждане Украины 54 641 человек. На третьем месте Казахстан 10 909 человек. Затем идет Армения 10 877 человек и Узбекистан 6 509 человек. Напомним, что в прошлом году по данным МВД России 103 681 гражданин Таджикистана получил гражданство России. Это показатель на 63,5% был больше показателя 2020 года, когда гражданство получили 63 681 таджикистанец. Но еще некоторые эксперты заявляют, что упрощение получения гражданства для иностранных лиц может выйти боком тем многим людям, ведь по закону России, если человек получает гражданство, то он становится призывным лицом в армию, даже если он отслужил в армии в своей стране. И тем самым сейчас это максимально опасно, ведь после получения гражданства человека могут призвать в армию, и велика вероятность того, что он будет отправлен на войну подпольными путями. Ведь уже были случаи, когда в Украине попадали в плен люди, которые вообще не должны были там находиться, и очень много иностранцев, которые получили гражданство. А как вы к этому относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также компания Asian Express намерена возобновить автобусное сообщение между Таджикистаном и Россией со 2 июня. Об этом компания сообщила на своей официальной странице в Instagram. Пассажиры могут ехать на автобусе от международного терминала Душанбе, автовокзал Душанбе, до Москвы. При этом у вас есть возможность вернуться в Душанбе тем же маршрутом из Москвы, говорится в объявлении. Между тем, один из представителей компании Asian Express в беседе заявил, что в настоящее время не все граждане Таджикистана могут воспользоваться этим маршрутом, так как Россия до сих пор не открыла свои сухопутные границы для граждан Таджикистана, поэтому автобусными рейсами могут пользоваться только те, кто имеет право на въезд в Россию по сухопутной границе, сказал он. По его словам, стоимость проезда по данному маршруту установлена в размере 1000 самани на человека и в зависимости от спроса может быть повышена или снижена. Из-за низкого спроса пока точного времени на рейсы не определено, и как только соберется достаточное количество пассажиров, то мы готовы отправить первый рейс, сказал он. Ранее российское посольство в Таджикистане разъяснило, кому из Таджикистана можно попасть в Россию наземным путем. Пропуск наземным путем в Россию возможен лишь при наличии документально подтвержденных оснований для въезда в Россию, помимо граждан России, наличие близких родственников граждан России, въезд нуждающимся в уходе больным близким родственникам, участие в госпрограмме по переселению соотечественников и другое. Во избежание недоразумений посольство настоятельно рекомендовало въезжать в Россию наземным путем лишь тем гражданам Таджикистана, кто имеет эти документы. Автобусное сообщение между Таджикистаном и Россией было приостановлено после вспышки коронавируса в 2020 году. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!